Ну что, ребятки, покушали, поиграли карты. Парни пошли отдохнуть, поспать. Ну да, что, в общем, приехали-то отдохнуть. Как обычно отдохнуть. Красота, ребят, погода. Ух, я не могу уже, сколько раз говорил, наверное, погода, ребята, реально погода. Многим, может, непонятно, но просто реально 39-35 было стояло. Ну, прямо, ну, неудобно. Очень холодно ехать куда-то. Все это мерзнет. Какими-то рыбалками заниматься холодно. А тут прям, ну, 12-10 минус. Круто. Да, здесь реально вообще круто. Избушка стоит в бару. Ребят, смотрите сами. Такие шапки снега. Смотри, как елки загибают. Просто загибают. Бедолага загнулась. Вот видите, какие вещи происходят. Бедолажку подзагнула. Но это потом все падает, они выравниваются, все нормально. Потом летом ходишь, как бы даже не понимаешь, что происходило. А так, в общем, вот так вот. Много снега на крыше. Скоро весна, ребята. Месяцок еще попадаемся. Ну еще будет метели, еще будет снега, еще будет больше. А так все классно. Заготовили дров. Пообедали. Сейчас, ну не знаю, ребята спят. Я как бы не хочу спать, потому что я не любитель днем спать. Потом ночью как бы сон плохой. Стараюсь как бы днем не спать, потому что ночью, ну хорошо, выспаться лучше ночью. В общем, дрова заготовлены у нас. Ребята нам дровяник заполнили. Так что то, что взяли, потратили, все как бы наготовили нормально. Ну, сейчас покажу Илюхин вездеход. Сам делает. И делает неплохо, ребята. Вот два снегохода у нас. Один, правда, гусянка порвалась. Но там была зашита гусянка. И на пне где-то, на сучке как-то разорвали. В общем, не знаю, обратный путь будет сложный. Но а так в целом покажу сейчас, ребята. В общем, ребята, вот такой снегоходик. Ну, по-другому его никак не назвать. Это не мотособака и не снегоход. Ну, в общем, что-то подобие. Стандартная гусянка. Илюха ставит 3 катка. Так как, даже здесь 2, ребята. Он говорит, 3 не ставлю, ну, чтобы не забивалось реально. Ну, подвеска, в общем, стандартная. Бурановские катки. В общем, раму все он делает сам. Сам варит, сам пилит, красит и так далее. Здесь двигатель интересный, такой 13 лошадей, забыл как название. В общем, ну, 13 лошадок. Хорса вроде, или Хорса, и как он, не знаю, ребят, забыл. Прошу прощения, но вот так, в общем, такой двигатель, он везде идет. Кстати, чехол на двигатель тафоварский, ну, говорит, что было, то и взял. 13 лошадей, здесь вот такой модуль, задний модуль, ребята, открытая цепочка, в общем, не как спереди, а идет у него сзади. Я, говорит, сколько раз пробовал, дорабатывал, в общем, говорит, вот такой вариант понравился. В общем, лыжный модуль, лыжи тоже покупные, двигатель покупной, гусянка покупная, а все остальное, как бы, Илюха делает сам. В общем, руль, лыжный модуль, вот так он клепает, делает из жести. Фара стандартная. Ну, в общем, здесь есть аккумулятор, можно, в принципе, и со стартера, и с аккумулятора заводить. Вот здесь аккумулятор находится. Вот такое сиденье у него. Ну, сиденье, конечно, приспособлено, такой рундук большой. Здесь вот все идет, и в целом и бензин, и всяко разно. Поставил подогревы здесь китайские. Ну, свет, в общем, все как полагается. В общем, на нем сидишь уверенно. Вот такие подставочки. Круто. Молодец. И, в общем, ну, ходит техника, ничего. Что я могу сказать? Ходит. Да, здесь можно дорабатывать вообще. Спереди ставить какой-то ящик. Подбур, какую-то штуку выводить. Я еще Илюхе говорю, тут можно дорабатывать и дорабатывать. Ну да, говорит, конечно. В общем, это вот у него свежий, новый. Он его сделал там за 2 недельки. 2, наверное. 2 января он выехал с конвейера, так скажем. Ну и вот, сюда нас привез он. Все отлично. Ничего лишнего.
все. Рабочая моделька. В общем, клепает сам Илюха. Вот такая техника. А мне кажется, ребят, ничего лишнего. По мне вообще так, чтобы ничего лишнего было реально. И тогда она будет ходить. Вообще в лесу вот эти, меньше, конечно, всяких вот этих лишних телодвижений. По тайге можно также карабкаться, ходить. 20, 30, 40 километров до рыбалки она ходит вообще без проблем. Так что название Снежок, как Илюха сказал. Если есть кому-то интересно, ребята, кому-то надо собрать, то могу стыковать с Илюхой. Он сделает без проблем такую технику. Также делает каракаты. Сам молодец, в общем. Это классно, ребят. Также я вот у него перебирался. Утопленника лонга Тафавар. Илюха мне его перебирал. Все сделали. Многие уже видели на ходу. Так что все нормально. А так, Снежок, ребята. Снежок. Двигатель можно, кстати, ставить 20-й. Ну, они же все отдельно покупаются. Илюха, я говорю, надо что-то какое-то, придумай какой-то броневик какой-нибудь. Купить 28-й двигатель, Дусянку 600-ю там. И собрать какой-нибудь броневик, ну, лонга какого-нибудь классного. В целом, вообще, разницы нету. Делает сам, все на дому, по красоте. Так, ну что тут у нас? Наши трофеи. Наши трофеи, которые замерзли уже. Забор из щучек. Вот так вот. Сегодня мы, может, делаем муку. Хотя мясо там всяких печенюшек, ничешек там набрали вообще капитально. Как бы готовить, в принципе, рыбу незачем, потому что, ну, это куда потом везти. Вот такой обзорчик, ребята, техники у Ильюхи. Еще раз говорю, кому надо, вопросы есть. Да, он также и перебирает, снегоходы делает, вообще, в общем, молодец. Обращайтесь, могу списать, звонить, если что надо, в ближайшие районы там, пишите. Соберет, он соберет по-любому. Ладно. Чайку пью, наверное, и поеду, съезжу. Проверюсь, пожарится. Что-то как там, может, есть работа. Так, друзья, ну что, мы прокатимся. Решили прокатиться. Проверить жерлицы. Ну, сегодня опять банька у нас. Воды наберем. Всяко разно. Пускай будет. Баньку затопим сегодня. Вечерком опять. Отдыхаем, короче. О! Воды, ребята. Ебать. Вчера еще осталось, но... Воды море, нахуй. Вот так вот. Все нормально. Дров заготовили. Пойдем проверимся, ребята. Может, что-то есть. Комбайн был тут, порвал я его. Да, трава тут зацепилась. Пока тихо, не знаю, посмотрим, может, что вечером будет. Ну, ребята, береза опять, смотрите, стоит. Ё-моё. Березка опять работает. Тут, короче, этот, Федька, третья щука на нем, на березе. Вот на эту жерлицу. Ну, конечно. Посмотрим, фартовый ты, не фартовый. Вон, видишь, кровь? А? Видишь, кровь? Щуку достал. Полная вымотка, кстати, смотри. А ее подтекать уже не надо, да? Нет, ты что, там уже заглот. Если есть, конечно. Туда куда сматывай. Есть? Что-то как будто бы есть, но, наверное, небольшое. Туда сматывай. Федька. О. Есть натяжение, да? Нет. Ну такое, не сильное. Ну понятно, что чурки такие, ничего. Ё-моё. Я говорю, не сильное. Вот эту щуку поймал, слушай. Так, подожди. Третья с одной лунки. Третья с одной лунки, да. Хуя себе, блядь. Да, вот так вот. Ну ей повезло, нормально. Вот что тут какая щука, видишь? Ё-моё. Стоять. На, отпускай. Скажи, бабушку зови. Позовет, думаешь? Конечно, позови. Зови бабулю.
Выживет. Да, что я буду, что? Мелко. Вот такая щука здесь, да. Так, комбайн. Ребята, комбайн сработанный. Есть рыба. Федька, есть хариус? Походу. Давай. Комбайн. Комбайкер. Посмотри, что такое комбайн. А что, такая же донка получается. Да, двигался, ходил он. О, есть, да. Чувствуется, да? Угу. Фига. Смотри. Хороший хариус. Вообще огонь. А что ты так намотал там? Как он напутал, это вообще все жесть. Вообще. А, то не один он там, понял? Да ладно. Еще напоследок на блесну взял. 2 хариуса. Смотри. Вышел хариус здесь, и там донка еще сработана. Мы в избе сидим. Слушай. Вот так вот. Федькин. Здесь, кстати, а нет. Крючок. Блин, а как он там напутал? Походу напутал, блин. Сразу 2. Ну, видишь, он стоял, он ушел. Да. Сейчас он, возможно, клюет. Можно и даже рыбачить, наверное. Опа. Ну, слушай, неплохо. Да. Ну, крючок, да. А там что-то намотали они, блин. Они против течения поднялись, походу. Даже намотали какую-то корягу. Ай, бедолага. Ладно, что. Идем дальше, ребята. Комбайн смотал весь, перемотал, блин, перепутал. Ну, 2 хариус скачивается, хорошо. Сработочка у нас донка. Тут доночка на червя. Есть. Жиганчик. Жиганерка. За год. Простая жерлица. Ой-ой-ой, как далеко. Вообще далеко. Опа, ребята. Опять конец. И опять сработка здесь, на крайнюю. Сегодня мы тут тоже поймали. Опа. Сегодня тоже тут попалось. Да? Да, вот тут. Ну, смотрю, вымотки нету. Слушай. Не знаю. Ладно, что. Посмотрим. Опа. Ах, завела, понял. Блин, коряк столько здесь. Вообще труба. Такое, да? Ну, то она и завела, то и все остановилось. То и не выматывал. Ладно, что. Рвем. Придется рыбать. Угу. Порвали. А утром была полная вымотка и, слушай, нормально достал. Что делать? Ладно, вести потом. Поменяем. Поменяем. С собой ничего не взяли сейчас. Забыли. Тут как-то. Вон, видишь, вот за это завал-то тебе говорили. Вон, все. Может, весной пропиливали, ой, летом пропиливались. Да. Под березами проезжали. Угу. Но там такое течение адское, вообще капец. Ладно. Я замерзла. Так, сейчас
Берем водички в баню. Забрали воды, ребята. На баню. О, нормально. В маленьких саночках. Ну что, в общем, так прокатились. За водой съездили. 3 хорюска. Один достойный, хороший, лопать. Щучка маленькая. Та же береза. Ну и там, блин, концовка завела, блин, куда-то. Блин, еще взял, сумку не взял с собой, с запаской. Ладно, там еще комбайн запутала. Ладно, едем. Ну все. Комбайны поставил. Набрался до последней жерлицы, до завала. Все. Ставлю поводок. Блин, ну петлю надо, ребят, ставить, по сути, чтобы вот так не выматывал десятку. Но опять же, блин, хрен знает. Ну, когда оставляешь, так оно так и есть. Все, поменялся. Так, ну все, ребята, все дела сделал. Немножко карася здесь осталось. Выпустим в реку. Пускай живут. О. Все. Отлично. Да, много побилось, конечно. Ладно. Ехаем. Ох, зверек-то. Аппарат работает, ребята. Снежок. Красота. Все, ребята, дома. О, у нас тут хорошо, музычка. Все, ребята уже картошечку начистили. Нормально, сейчас будем. Что у нас ужин? Ребята все-таки поехали проверять свои жерлицы на дальний кордон. Старых запасов. Тушенка классная. Федька красавчик, пока ездил, нашинковал тут морковки, лучка, чесночка. Сейчас затушим. Затушим, ребята, картошку. Так. В общем, будет у нас сегодня горячая. Вышел в предбанничек. Жарко в избе вообще. Еще там готовить будем, так вообще там с ума сойдем. Двери на распашку. Тепло. Да, протопились уже, конечно. Печка топится, не подыхает. По паспорту у нас, поэтому справляется, да? Ага. Так. А ты, Зажарочка. Отлично. Ох, ну и жара у нас. Капец, ребята. Вот так вот. Чесночок, лучок, морковочка. Так, ну что тут у нас уже обжарилось? Угу. Нужно тушеночку шмякать. Все, в принципе, готово уже. Солимся.
Как обычно на глаз, ребята. Так, солюшки. Что тут есть? Перчик молотый, да? Немножко перчика. И лаврушечку. Да, лаврушечку. Самое будет оно. Все. Добавляем. Опа. Поджарочку. Ну, как раз полная. И вот такой супчик у нас будет. Полосы вернулись. Проверьте. Ну что, Мишань? Что так долго-то? А? Что так долго-то? А сходили твои еще посмотрели? А, да? Блин, мы уже запереживали, понял. Нормально. Думал, хана уже что-то, все. Борзо потерял, где-то еще потерялся. Слушай, ну что, Еще по нулям. по нулям? Стоит все. Стоит мертвым, блин, ё-моё. Где Илюха? В баню пошел? Только подкидывал, да, только подкидывал. Все, у меня уже обед готов, о, ужин, все нормально. Конечно. Опа! Тихо. Илюха, аккуратно. Ох, уже стоит. Так, состояние какое-то мутное, пиздец. Опа. Давайте, хлопчики. Ёбаный пиздец, вы чё, там что на кошваре такое? Все там классно, ты чё? Ну, Слушай, вот так, да? реально отдохнули, блин, от души, блин. Я хер его знаю, как вы, ну я точно, блин, реально отдохнул. Так, ребятки, ну чё, мы в баньку. Так, Везде походу. все, похромали в баню. Банька у нас, чаек. Да, в снег, слышишь, кидай. Так она, блин, протопит, может упасть потом, нет? Так. Растопит горячий. О, чаечек, ребята, у нас охлаждается. Все, банька, пошли, полетели. Добро, ребята. Мишаня натопился у меня прям как первый раз был. В снег уже ныряли. Банька Разик. огонь. Банька огонь. А что дверь-то не закрыл? Добро. Илюх, Да. что скажешь? Все нормально. Баня огонь. О, Мишаня дает жару. Сегодня, Спасибо. да. Вчера чуть покопа не было, но сегодня... Ух, ребята. Добро. Пушка, бомба, петарда. Еще огонь. Закупаемся. Вообще красота. Покажи карты. Покажи Карты карту. мои не будет. Вот так. Всем. Все, входим, погнали. Раз спать можно ложиться. По сути. Что-то быстро это время-то с банькой пролетело. Банька, да? Там уже не надо. Так что... Давай ракетница, это же простая ракетница. Еле. Ну туда. Пердоп.
Второе утро в тайге. Красивое место, красивая природа, шикарная банька. Второй день, ребята, утро. Сегодня у нас выезд домой. Он будет тяжелый, так как у нас один буксировщик поломат. Там очень сильно порвалась гусянка. Мишаня говорит, попробуем дожать ее. Ну, сколько сможем, проедем. На буксировщиках около 20-ки надо ехать. Расстояние не маленькое. В общем, как получится. Нет-то как-то придется на одном все это вытаскивать. Не знаю. В общем, ребята проснулись, встали, чай попили быстренько. Еще сумерки такие. Особо не рассвело. В общем, еду сматываться. Да, конечно, сейчас устрянка, сейчас самый выход щуки, по сути. Но хотим вернуться пораньше, хотя бы по светлу, потому что у нас, ну как получится, хрен знает. Быстро доедем, не быстро. Вот в чем проблема. И как бы, чтобы по темноте это не было, хотя бы на снегоходах доехать до машины по светлу. Ребята моют посуду, убираются. В общем, спали плохо. Час где-то в 2 только вырубились. Натопилась банька, протопилась. И, в общем, жара стояла такая. Тяжело было. Потом вроде как немножко попрохладнее стало, а повырубались к утру только. Плохо спали, в общем. Вчера в баньке помылись. Ну, в общем, все. Ребята порядок наводят. Посуду, дровишки складывают там. Ну, а я быстро собираться, так как тут этот ряд весь мой. Надо собрать снасти. Ладно, поехали. Сначала с конца буду собирать и продвигаться сюда. Ну, слушайте, ребят, подхожу уже к самому концу. Тут не стал уже заезжать, буксировщик там оставил. Вот здесь вышла вода и такие глыбы. Пешочком пройдусь. Сработок нету. Как ни странно. Сработок нету. Ну, в общем, я тут понял, тут ночью щука не клюет. Выход она хорошо клюет с утра и под вечер. Так получается, что сейчас у нас просто бесполезно простояли они. За ночь ничего не клюнуло. А утренний выход вот-вот только начнется. Ну ладно, ничего не поделать. Все равно рыбку поймали. Рыбку увидели. Щука здесь есть. Мелкая она есть. Ну и хорезок, да. Все-таки показал себя. Так что нормально. По поводу этих донок, ребят, хочу сказать. В общем, плюсую. Что там? Рыба, что ли? Вот так, если на разведочку куда-то поставить, можно. Какой там хорюзок, что ли, рыбка какая-то. Ох, нифига. Трава, ребята, и налим. Смотрите, на доночку попался. Да, Илюха мне сказал, тут налимчики, говорит, есть налимы. В общем, налима тут, ребята, еще поймал. Давай. Иди. В общем, да, можно, ребят, использовать. Вот так, на разведочку. Куда-то поехали, как доночка. Нормально. Потому что, ну вот, первый день ребята вот удочками рыбачили, ну нифига. Федя поймал 2 небольших. А что, разбурись здесь. Потом уже где сработки можно там уже как-то пробовать. Ну, вчера вот порадовал, да. А сегодня за ночь ничего. Вон налимчик попался. Офигеть. В общем, нормально беру на вооружение. Вот на такие речки какие-нибудь незнакомые съездить, поставить. Не знаю, может, конечно, до работы как-то надо. Пишите, ребят, как вы донками рыбачить, допустим. Будет интересно. А так, хопа. И все. Разведка есть. Тут уже чуть-чуть понимаешь. Тем более я здесь первый раз вообще, я даже зимой. А зимой все по-другому. Вон тут попался, видите, ребят. Вот один минус. То, что вот не крупная рыба, но даже вот налимчик. Он не поднял флажочек. Соответственно, это надо ходить, проверять. Ай-яй-яй.
Порвало тебя, не знаю, выживешь. Давай гуляй. А лунка засыпана. Как-то неохота ее постоянно дергать. А тут вот ёрш сидит а ты ждешь какую-то рыбу. Так что вот вроде флажки уже выпрямил, чтобы минимальная сработка была. Но все равно не видно. Елец хариус, да, он матерый, он как бы на это ударяет хорошо, срабатывает, а вот такая рыба нет. Смотрите, ребят, какой монстрила, черный, глазастый. Ерши, зараза. Много ерша тут. Вроде лес, тайга, а ерш. О, какой крупный. По большому счету он молот есть, надо отпустить бы его. Ну, я в гостях, так что пускай фауна остается как должна быть. Все, друзья, собрал снасти. Все ровно-ровненько, ничего не оставил. Потому что протяжение длинное. Там где-то, там где-то. Вроде ничего не оставил, так что все отлично. Ребята, наверное, там заждались меня уже. Ну, в общем, за пару дней, ребята, штук 8-9 щучек. Ну, что там, в районе 10 там, не помню уже. И 4 харюска. Это лично мой результат. Федька, получается, 2 харюза. Но они так больше толком не рыбачили снизу. Вот в Имшанке жерлицы стоят. Что там, один у него, одна сработка была вроде. Все. Хотя расстояние, оно, вон, в принципе, одна речка. Все, ребята, прощаюсь с рекой. Спасибо за рыбалку. Классная река, таежная. Порадовал рыбкой, несмотря в такое время. Глухозимье, январь месяц. Там ближайшие точки у нас вообще молчат. Рыбалки нету. Ну, в общем, съездили, отдохнули, ребята показали. Очень понравилось все. Это прям шикарно. Романтика, ребята, таежная. Банька. С баней вообще песня. 2 дня пили баню. Вот шикарно. После баньки в избушку. Ух, прелести вообще в лесу, ребята. Это в лесу тем более. Ладно, все, едем дальше собираться. Будем выезжать, идет снег. Ну, тепло, хорошо, что тепло вот. Сейчас тяжелый будет у нас, походу, выезд, блин. Посмотрим, как буксировщик поведется. Ну, в общем, как-то так. На лимчик и 2 ерша, что ли, попалось. В общем, рыбу я повидал, и то радует нормально. А что, ребята, техника огонь. Илюха молодец. Мне очень понравилась. Неплохая машина. Так что в лесу по-любому снежка. Ребята, собрались. Убрались. Спасибо избушке. Приютила. Очень понравилось. Все порядок. Посуда вымыта, все чисто. Мишанька тут убрался, молодец. Ладно, едем. Так, ребята, ну что, мы добрались до Поломанного. Да, далеко ребята шли пешком. Дай бог, что протянул. Ехать далеко, блин. Так вот, аккурат поедем. Уха, ребята, видите, попер. Очень много набродов, кстати, глухариных, косачиных, рябчика. Вон ходят, видите, ребят. Вот это рябчик ходил, свежий след. Вот наброды. А тут ну, уже 3-го, наверное, поднимаем глухаря. Там лоси были, следы. Вот этот зайчик. Пару рябчиков видел, но я сзади сижу, не вижу. Очень много зверя, хорошо. Это радует, ребята, что есть птица, есть зверь. Я полетел, ну, на выстрел даже можно было бы, конечно. Да, друзья, идем очень медленно. Если туда добрались за 2 примерно, то в обратную где-то за 4 дойдем только. Пол дороги только проехали, а уже 2 часа топаем.
маленькая. Ну пока идет. Дай бог дотянет до машины и будет хорошо. Ура, ребята, добрались до машины. Все-таки сделали. Нормально. Вывезла. Техника вывезла. Морозец даже, солнышко пробивать начало. Но мы добрались. И это радует, очень радует, что не пришлось 2 ходки делать, еще что-нибудь.